Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для овнов. На колоде Таро посмотрим, какие события основные ждут. На колодах Ленорман любовь и работу. И на колоде Цыганский оракул деньги и совет. Итак, начнем с колоды Таро. Основные события, основные энергии для овнов. Выпадает карта 13-го аркана. Очень важная неделя, когда может быть много изменений. Теперь посмотрим на колоде Ленорман отношения. Достанем 3 карты для тех, кто в поиске партнера, для тех, кто в паре и для тех, кто в ссоре. Достанем карты на работу. Тоже 3 карты будет у нас для тех, кто в поиске работы, для тех, кто работает по найму и для тех, кто имеет свое дело. Теперь Цыганский оракул нам подскажет в финансовых вопросах. Первая карта для тех, кто работает по найму, финансы. Вторая карта для тех, кто на себя работает, и совет. Прежде всего, главные события недели. У нас выпадает карта старшего аркана. Это значит, что уже события определены и обязательно произойдут. Какие-то очень важные изменения могут происходить как в вашей личности, так и во внешнем пространстве. Карта очень серьезная, карта обмена больших энергий. То есть здесь могут встречаться 2 человека и могут решаться какие-то вопросы относительно отношений. Здесь может быть какие-то ситуации, связанные с переменой работы или с какими-то важными предложениями по работе. Также могут быть переезды, также может быть начало новой жизни. Вот, допустим, вы принимаете какое-то важное решение в своей жизни, и вот для вас открываются новые перспективы, новые возможности. Карта очень хорошая, карта говорит о том, что таким, как прежде, вы уже не будете, все лишнее уходит, все лишнее отпадает, вы можете решить какие-то вопросы с банками, с налоговой, с какими-то государственными учреждениями, разными фондами. Может быть, завершение кредита для кого-то, да, либо кто-то, наоборот, возьмет большую сумму кредита, может быть, под недвижимость, допустим, да. В общем, здесь действительно могут быть события очень важные, которые меняют вашу жизнь, делят ее на до и после. А также у вас могут быть какие-то неожиданные ситуации, которые трудно переносятся, да, но они последствия прошлого, ваших прошлых поступков, и они обязательно должны произойти. То есть здесь вот нужно правильно все оценить. И также эта карта связана со страхами. Да, если были какие-то страхи довольно-таки серьезные, да, вот они могут уйти на этой неделе, все прояснится, поменяется. Карта даже смена статуса может быть, да, у кого-то повышение по службе, у кого-то смена работы, у кого-то, если говорить про отношения, может быть брак, рождение ребенка, может быть встреча с человеком важным в вашей жизни и так далее. С наследством могут быть вопросы. В общем, очень важная неделя. Настраиваемся на то, чтобы правильно реагировать. Теперь посмотрим, что ждет в отношениях овнов на этой неделе. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта Клевер. Карта замечательная. Карта говорит о том, что вас в этом вопросе как раз ждет удача. Карта говорит о том, что вы, знаете, вот как-то у вас появится надежда, у вас появятся новые возможности, и может быть какая-то непредвиденная ситуация, и вы будете в конце счастливы, да, то есть результат будет очень хороший, какой-то положительный очень результат, который вас устроит, да, то есть, ну, как бы бабочка у нас тут порхает, можно представить себе, какое настроение будет у вас на этой неделе. Теперь для тех, у кого уже есть пары, выпадает карта Крест.
И эта карта говорит о том, что, скорее всего, будут пересекаться как-то ваши интересы. Скорее всего, будет либо какой-то важный вопрос решаться относительно ваших отношений, либо, может быть, вообще какое-то жизненное препятствие на пути либо одного партнера, либо сразу обоих. И здесь нужно будет решать вопрос кардинально. Вот эта карта очень хорошо сочетается у нас с трансформацией, которая выпала на неделю со старшим арканом. Они действительно очень похожи. Это напрямую связано вот с отношениями, да, с теми людьми, у которых уже есть отношения. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то заботы, могут быть какие-то тревоги, могут быть даже, знаете, слезы. А также карта говорит о том, что если у вас на душе какой-то груз, или, может быть, вы сделали что-то против совести, то вот на этой неделе лучше всего это осознать, если нужно там попросить прощения или хотя бы внутри себя, да, признать какую-то, ну, может быть, неправоту свою. Также карта говорит о том, что могут быть вопросы какие-то связанные с поездками, допустим, по местам силы, да, здесь могут быть действительно какие-то вот такие озарения у вас в жизни, да, вот что-то вы начнете по-новому понимать. Очень сильная тут связь идет со старшим арканом. Также еще хочу сказать, что, может быть, знаете, как-то вы по-новому начнете воспринимать своего партнера, поменяется полностью ваше отношение. Либо вы сами поменяетесь, либо он поменяется. Но в любом случае тут большие перемены. Но они к лучшему. Посмотрите, хорошие известия и удача. Да, тут все обязательно к лучшему. Теперь для тех, кто в ссоре, выпадает карта письмо. Карта говорит о том, что нужно обязательно налаживать отношения. Нужно обязательно поговорить по этим важным вопросам и решить, как вам дальше действовать, как вам друг друга лучше понимать. В общем, здесь без разговора не обойтись. Причем разговор должен быть без эмоций, он должен быть четкий, ясный, на одну тему, да, чтобы не перескакивать на какие-то другие разные события в вашей жизни. Также карта может говорить о том, что ну, как бы можно действительно там написать человеку, если вам трудно поговорить. Может быть, также ну, что-то отправить вы можете по почте, ну, допустим, там какой-нибудь маленький подарок, либо, может быть, вот сейчас есть служба доставки какая-то, да, вот можно отправить что-то своему близкому человеку на этой неделе, тем более тут у нас праздничная неделя, 23 февраля, вот, возможно, с этим связано. Давайте теперь посмотрим, что ждет в работе. Так, вот это у нас карта верхняя, это... Перевернем. Это для тех, кто ищет работу, выпадает карта корабль. Замечательные возможности открываются для тех, кто в поиске. Действительно, есть возможность, очень хорошее расширение просто ваших привычных рамок, да, вы ходите в какое-то новое пространство. А карта говорит о том, что даже образ жизни может у вас измениться, знакомые могут измениться. Может быть, даже работа будет где-то далеко от вашего дома и придется уезжать, да, может быть, даже и в другую страну. Карта говорит о том, что какие-то прям вот новые у вас начинаются перемены, ну, перемены не всегда новые, да, какие-то перемены у вас в жизни и какие-то новые проекты. Вот то, что, может быть, вы даже никогда не делали, но у вас есть все возможности, чтобы вот решить вот вопрос положительно с работой на этой неделе. Для тех, кто работает по найму, выпадает карта лиса. Она у нас как бы двойной смысл имеет. С одной стороны, она означает хитрость, обман, когда вот нас могут использовать как-то в своих корыстных целях. А с другой стороны, это как карта творчества, да, она у нас астрологически связана с Нептуном, планетой. И это карта творчества, когда мы проявляем свою индивидуальность, когда у нас есть возможность что-то такое создать, что никто никогда не делал, да, то есть, в общем, на этой неделе приветствуется вот именно такой подход, да, креативный, индивидуальность какая-то. Если были какие-то, кстати, затянувшиеся сложные вопросы, вот они на этой неделе могут закончиться.
Вот. Ну и, конечно же, смотрите, не подставляйте себя лишний раз под удар, да, под какую-то неприятную ситуацию. Старайтесь держать как бы рамки, не допускать никого в пределы ну, как бы личного пространства. Ну как никого, имеется в виду непроверенных людей, конечно же. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто имеет свое дело. Выпадает карта мужчина. И эта карта у нас успеха. Это карта решительных действий. Это карта прибыли, удовлетворения. Когда мы вот показываем себя с самой лучшей стороны, когда осуществляются все наши желания. Мы тут, конечно же, умеем договариваться, мы здесь действуем решительно, быстро, ну, как бы обдумываем все, потом принимаем решения. В общем, логика и скорость, да, у нас здесь. И, конечно же, здесь могут быть решены какие-то очень важные вопросы. Здесь мужчина у нас изображен вот на этой карте. В этой колоде у нас две карты мужчины. Именно вот на этой карте мужчина охраняет вход в дом. То есть здесь еще можно добавить такой смысл, что нужно оберегать, может быть, информацию какую-то, да, о вашем деле, или, может быть, защищать финансы свои. В общем, вопросами безопасности нужно обязательно заняться. Теперь посмотрим, что ждет в финансах тех, кто работает по найму. Здесь выпадает карта встреча. Эта карта может говорить о том, что вы можете найти какой-то новый источник дохода. Могут неожиданные быть поступления, которые вас очень будут радовать. Да? Ну и, конечно же, деньги приходят от сотрудничества, поэтому вот именно коммуникации – это самый важный момент для того, чтобы вы получали как бы достойные деньги. Да? Также карта говорит о том, что очень хорошая неделя для того, чтобы заключить какие-то важные денежные контракты или получить каких-то новых клиентов, с которыми в дальнейшем можно продолжать работать, то есть расширять эту сферу как бы дальше, потому что здесь у нас сад, да, то есть это возможности расширения, то есть подъем какой-то может быть. То есть от того, как вы общаетесь, будет зависеть, насколько улучшается ваше финансовое положение, насколько вы, насколько вы удовлетворены. Для тех, кто имеет свое дело, здесь у нас карта «Любовь» выпадает, и эта карта говорит о том, что вы в своем деле просто наслаждаетесь тем процессом, который осуществляете, да, и ваши деньги, они просто приходят сами собой. Вы делаете свое дело с любовью, вы общаетесь, вы стараетесь сделать вот своей услугой, своим продуктом как можно больше как бы хорошего, да, заботитесь о том, чтобы были хорошие отношения с клиентами, и деньги приходят просто так. По любви у нас не может не быть денег, да, эта карта также говорит о том, что, может быть, вы будете много тратить на какие-то подарки. Подарки, вот, может быть, ко дню 23 февраля, допустим, да. В общем, здесь действительно приятная такая карта, которая говорит о том, что деньги вам доставляют радость и достаются вам каким-то приятным способом. Теперь совет на неделю для овнов. Здесь выпадает карта «Мыслитель», и она нас предупреждает о том, чтобы мы ничего не делали необдуманно на этой неделе. Здесь у нас также карта часов песочных. Она говорит о том, что пришло время принять какое-то важное решение. Или если, допустим, какая-то ситуация происходит в вашей жизни, нужно не откладывать, потому что времени у вас мало для того, чтобы вовремя ситуацию направить как бы себе на пользу. Также вот у нас здесь череп на столе, да, изображен. Это вот как раз у нас связано с трансформацией, да, вот эта карта тоже говорит о том, что если будут какие-то неожиданные происходить события, нужно, во-первых, стараться быстро реагировать, не уходить от этого события в сторону, но все-таки сначала подумать, а потом только действовать. И карта говорит о том, что суетиться не нужно, нужно прежде всего думать. Вот у нас человек сидит на стуле, у него информация какая-то в руке, вот бумага, да, свиток, и он ознакомился с информацией и обдумывает ее, прежде чем что-то сделать. Друзья, желаю вам прекрасной недели, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.